По представлениям народа Саха, лошадь – священное животное небесного происхождения. Жизнь нашего народа немыслима без лошади, этого уникального, чрезвычайно неприхотливого и выносливого животного. Она – незаменимый спутник. Кобылы и лошади были когда-то нашим божеством, говорили Сарашевскому колымские якуты. Кобыле и голове, а не образом святых, должны были в старину троекратно кланяться молодые, входя в дом. Мы почитаем их, потому что ими жили. Добрый день! В год культурного наследия мы начинаем рубрику «Наследие предков», в котором будем учиться исконным традиционным ремеслам. Изготовление изделий из конского волоса – один из старинных традиционных ремесел. И, к счастью, благодаря мастерам, это ремесло передается из поколения в поколение. Одним из таких людей является народный мастер, член Творческого союза художников Российской Федерации и Международной Федерации художников Прасковья Ильинична Прокопьева Алгыстана Кылкыга Саха-Уз. Ее творческое имя, и Прасковья Ильинична непосредственно расскажет про технологию изготовления из конского волоса, покажет, познакомится со своими работами, и вот после ознакомления с ее работами мы приступим непосредственно к мастер-классу. Добрый день. Сперва я вам расскажу про древнюю, нашу историю. Раньше у нас в нашем народе не было готовых веревок. И поэтому все, от мала до велика, все умели скручивать из конского волоса, стригали с лошади и умели скручивать веревки. Веревки, например, это для привязи коровы, скота. Мы такой скакалкой, для нас это была скакалка, мы этим играли. И я начала возрождением народного прикладного искусства из плетения из конского волоса 90-х годов. И 30 лет я занимаюсь и передаю все свое мастерство молодому поколению. Вот, например, очень древние у нас изделия, это сбруя конского волоса, лошади, сбруя лошади. Самым уникальным у нас технологией является циновка. Циновка, вот такая циновка, называется сюрю. Она, значит, у нас используется для покрытия нары, постели, под матрасом клали и очень берегли вот такую циновку. Она у нас даже вот сейчас в музее хранится, циновки, которым 100 лет уже. И вот это уникальность в том, что вот она изготавливается из скрученных конских волос и плетется в три слоя. И такая технология есть только у народа Саха. Да. Еще есть у нас другая технология, это плетение из косичек. Из косичек, вот, например, тут в середине начинается из 3 косичек, потом 4 косичек, да? Можно, а сейчас шляпу мы делаем даже из 12 косичек. Сейчас. Вот. Еще есть вот такая технология. Тут вот эта скрученная нить. Я вам научу, как скручивать нити из конского волоса. Потом сшивается. Вот каждый раз сшивается. Вот. Вот такая технология тоже очень кропотливая работа. Ну, вот этими работами я хочу показать дух, терпение, трудолюбие якутского народа. Я сама создала вот на основе циновки вот такой технологии из скрученной нити панно в память своей любимой матери, Береза. Вот она у меня была очень красивая, вот она молодая, светлая, ее образ. И это моя первая работа, я ее очень берегу. Как долго делали? Ну, это где-то я год делала. Конечно, у нас зима, 7-9 месяцев зимы, и вот зимними долгими днями я вот занимаюсь этим.
Так, и вот у меня очень тоже вот знаменитая работа, портрет Максима, основоположника нашей республики, Максима Кировича Аммосова. А это у меня уже 4-й портрет. Я плела, значит, на столетие, 105-летие. Да? И вот в этом году исполняется 125-летие Максима Кировича Аммосова. Конечно, очень трудно показать образ, не только образ, это любовь, свой народ Максима Кировича Аммосова через глаза. Вот этот конский волос шевелится, да, она как живая, она каждый раз ложится по-особенному. И поэтому трудно было, конечно, чтобы глаза получились. И у нас, ну, в Якутии зима суровая, и поэтому у нас цвета лошадей тоже такие, да, более такие не яркие. Тут есть всего это темный, да, светлый, черный, светлый, коричневый тона. Ага. И каждый раз вот сама ложится, и меня это очень интересует. И в этом году, вот на столетие государственности, значит, я вот сегодня только закончила вот эту работу, полет называется. Ну, тут видно наши вот знаменитые ленские столбы, река Лена самая, и орел, и символ нашего народа, ну, движется к свету, так скажем, летит, воспаряет, вот так. Вот моя вот такая творческая работа. Но я все это начала только на основе народного искусства, потому что в этом только есть опыт предыдущих поколений. Я это вот сама изучила и сама передаю молодому поколению. Прасковья Ильинична, у вас очень интересная история начала занятия этим ремеслом. Как у вас все это начиналось? Расскажите, пожалуйста. Ну вот в 90-х годах у нас вот такие народные мастера были только в улусах жили, и они только вот сами занимались. Не у кого было учиться? Не у кого было учиться, да. И я, когда вот заканчивала Хабаровский пединститут высший, я дипломную работу сделала из конского волоса и стала учить студентов в Намском педколледже, потом в Арктическом институте культуры. Поэтому и сейчас уже я езжу тоже по улусам, провожу мастер-классы. У нас сейчас вот первый раз я сделала тюбетейку, ну, это головной убор для мужчины, якутский, шляпу тоже в 90-х годах я это начинала, когда никто этим не интересовалась. Потом у нас была национальная концепция, и все вот сейчас мы уже все это уже возродили, уже каждый старается заниматься. Вот вы сказали, не у кого было учиться, да. А у кого вы учились? Или с чего все началось? Ну, началось с того, что я когда заканчивала пединститут, я познакомилась с одной буряточкой. И в Хабаровске пединституте, я зашла к ней в гости, и она стала скручивать конский волос. Она сказала, что дипломная работа есть из конского волоса. Я удивилась, разве в Бурятии есть конский волос? Но делать из конского волоса, я думала, только делают из конского волоса только у нас в народе Саха. Она сказала, есть, и стала скручивать. Один раз она показала, у меня все вот какая-то вот генная память проснулась, я все схватила сразу и стала вот делать. Стоило только увидеть один раз? Да, стоило только один раз увидеть, как это она вот берет конский волос и скручивает. Поэтому самоосознание, да, своего народа, своего корня, генная память передается. Оказывается, она у нас сидит. Да. Да, и просыпается, когда мы этого хотим. Да. Очень хорошо. Да. Давайте тогда непосредственно приступим к мастер-классу, да? Да. Готовясь к мастер-классу, я приобрела конский хвост. И по совету Прасковьи Ильиничны я постригла конский хвост, потом постирала их обычным стиральным порошком и 2-3 раза ополоснула, поскольку хвост был очень грязным. И вот они приобрели такой нормальный вид для употребления. И сейчас будем делать
веревки по-якутски сети, и вначале я должна делать растрепку. Вот, берите черный цвет, так, руки можно замачивать, так, и по одной штуке, по 2-3, надо вот так ложить, чтобы она была потом. Мы из этой будем делать сети, веревки, поэтому надо очень, вот это очень трудоемкая работа, по каждому волоску, вот растрепка называется. Если мы будем вот так делать веревки, она у нас будет некачественная, поэтому вот идет такая обработка обязательно. Вот это, если такую работу не сделаете, потом плохого качества веревка будет. Я да, вот вытаскиваю... не вот так, а вот так делать. Вот так держать, руки замочите. И вот по одной, по одной. И с этой стороны. Вот, да, вот так, вот так. Так делаете. Стараться по чуть-чуть брать, да? Да. Почти совсем чуть-чуть, чтобы она была пушистой. Если плохо делаете вот так это этап, да? Да, получается. Самый важный процесс тогда. Да, самый важный. Хотя самый трудоемкий. Так, все, можно, да? Немножко. Необходимое количество набрали, да? Пока немножко. Оставшись, да. Берем, и тут надо привести в порядок. Поэтому берем и вот диагонально берем. Это диагональная сторона, и вот так берем. Кладем. Вот. Да. И с этой стороны. Так, не просто не вот так рвать, а диагонально, чтобы она была. Тогда, да. Да. Потом и можно вот так ложить. И вот так. Да. Тогда у нас уже ровное. Ничего, ровное получается. Так. И так несколько раз, да? Да, несколько раз, чтобы она была уже более такой в порядке, да? Теперь надо... Упорядоченная. Да, упорядоченная, да. Теперь нам надо это положить и поровну разделить на 4 части хотя бы. Вот так. Шимехтерде. По-якутски это, пучки, да? Вот такие. Вот мы выбираем толщину. Да, наши веревки, сети, да? Вот. Это убираем. Так, 4 было. Вот. Есть 2 технологии. Так, можно скручивать вот так на руках, и можно скручивать на пальцах. Но я вам сейчас покажу на руках, да? Еще, как это делается. Теперь берем вот эту сторону, вот это держим, и с этой стороны вот так крутим. Неважно, да, какая сторона на какой попадется. Да, на себя, чтобы вот была вот такая заготовка. Немножко растягиваю, да? Нет, не обязательно. Просто у вас толщина должна быть белой и черной равные. И вот следом ложу, да? Да. Вот так нет, у вас не очень получится. Вот так держите и вот так скручиваем. Я же не скрутила. Да, надо скручивать. Вот. Толщина должна быть... По всей длине должна скрутить. Да. Хорошо, сюда ложите. Получилось? Молодец. Да? Да, с этой стороны тоже. И вот вся эта выстроенная технология у вас всплыла. Да. Но я только... Да. Только я видела, как она скручивала на коленях один раз. Вот такую операцию... Она тоже делала веревки, да? Да. И я вспомнила, как вот моя мама делала, бабушка делала, да, в детстве. Я только вспомнила, как я скакала, как скакалкой, да, вот, пользовалась. А так, руки сами пошли, так скажем. Да. Ну, из-за того, что мама делала вот у вас. Да, наверное. Да, у нас раньше же все умели. Бабушка делала. Да. Дети с 8 лет помогали, например, скручивать. Делали неводы же. Рыбу ловили, все вот это, все для охоты.
делали из конского волоса рыболовную сеть. Вот, хорошо. Из того, что было, Да. делали все. Теперь мы сделаем праздничную салама, да, ну, праздничную веревку, поэтому я вам покажу, как делать. Так, вы держите с этой стороны, головку держите, вот так, да, можно вот так, ага. Вместе держите и все. А я вот делаю, я показываю, вот так скручиваем. И каждый раз Вот, скручиваем. каждый раз, да. Внутри тоже вот крутится, да? И вот, и местами меняю. Меняю. Видите, Руки какая она? обязательно должны быть мокрыми. Да. Тогда только вот получается вот такая веревка. Вот это скрученная нить. Я хочу попробовать. Потом, да? Сейчас я пока покажу. Ага. Второй раз сделаем, потом я покажу, как соединить вот эти нитки, как будто, чтобы она была ровная, да? Потом вам отдам. Видите, вот такая. Салама у нас есть. Вот. Так, теперь вот как удлинить. Дальше, да. Это. Вот этот процесс. Вот пока она вот толстая, вот надо ее вот тонкую вместе. И тоже скручивать. Соединить Видите? скручивание. Да, соединить скручивание. И тоже Продолжаем. продолжаем. И вот видите, вот эту головку туда кладем, чтобы она не было видно, где прибавлено. Да, да. Теперь вот она белая у нас подлиннее стала, теперь черную тоже добавляем. Также вот. На это потом просто по ощущениям делается. Сперва уже руки чувствуют, видите, вот так. Вот. Так, теперь вы попробуйте. Я подержу, но я... Наворачиваю руки. Лучше. Так. Да? Не. Так. Он говорит, надо было где-то подержать. Сразу. Вот так. Лучше вот так соединяем. Еще есть один способ очень такой, чтобы получилась крепкая веревка, да? Вот скручиваем. И потом вот этот конец вот туда кладем, напротив. Тогда она не рвется. Вот это КГ для привязи, да, скота пользуется вот такой веревкой. Видите? Вот. И теперь главное вот это, чтобы вот толщина белой и черной, они были равные. Даже черный, чтобы был немножко потолще, потому что белая же она, ну, по цвету она больше кажется, хотя они одного размера, да? Поэтому... Зрительно, да. Да, белые зрительно. больше. Ага. Поэтому вот. Чтобы они выглядели Да, ровно. ровно, равными. Видите? Вот такая веревка. Сети. А вот это у нас салама называется. Ну, салама у нас нарядная веревка для привязи, там, для исыха делается. Вот такие салама. Вот такие веревки скручивайте, и вот потом вот такие ковры делайте, пожалуйста. Они служат заготовкой. Это заготовка, да. И потом между ними как скрепляете? Можно, вот я показываю, можно обшивать, но обшивать, Нитками, да? нет, обшивать надо именно из конского волоса. Нитка из конского волоса. Нитка из конского волоса. Она вдевается в иголку, да? И вдевается в большую, иголку с большой головкой, и обшивается, и главное, и тогда только она между собой идет и скрепляется. А если ниткой, она может рваться. Ну, сейчас вот так делают это, но она уже не старинная и не искусство, а просто бытовое получается, если ниткой. Поэтому надо обшивать обязательно из конского волоса. Она вот сама по себе, она вот такая разная, да? Вот так выходит, она между собой держится. Очень вот такая. интересно, наверное, наблюдать, как они ложатся. Да. Вот такая веревка. Вот получилось здесь? Если вы это сумеете скручивать из конского волоса вот такую веревку, сети, да, вы уже потом можете сделать из него вещи. Поэтому учитесь. Самая изначальная технология. Да.
Все начинается с этого. Да. И это вот это у народа Саха, вот видите, любой волос мы не выбрасываем, из всего делаем вещи. Настоящие, ну, вот это, обычной веревки же не было. Все делалось из конского волоса. Один человек вот так делает, а другой человек на себя делает. Поэтому это очень индивидуальная. Ага. У кого рука сильная, она крепкие веревки. У кого руки нежные, они вот тонкие делают. Поэтому это очень индивидуально все. Это, да, на первый взгляд так легко. Да. Поскольку вы давно этим занимаетесь, да. Это не так-то просто, оказывается. И главное, тут это скручивается нитка сама по себе, вокруг себя и еще вокруг вот, другого. Поэтому вот такая крепкая получается. Да. Интересно. Надо мне к вам прийти на второе и третье занятие. Да. И потом, как в конце заканчиваете? Сейчас. Держите, пожалуйста. Обычно поближе. Мы вот так делаем, вот отсюда поближе. Вот так делаем. До конца, да? До конца, до самого конца делаем. Так, обязательно. Еще есть вот такая технология, я вам покажу. Вот, каждый шаг. Вот отсюда держите, пожалуйста. Сейчас будем на пальцах. Вот, очень кропотливые для бересты, для сшивания бересты. Вот изготовляем вот такие сети, да, только на руках, на пальцах. Вот, видите, как красиво. Да. Вот, вот скручиваем вот с двух, скручиваем и меняем местами. А для плетения шляп мы такую технологию не применяем, да? Нет, там же косички идут. Да. Но дело в том, что все мастерство зависит от того, как соединять вот эти конские волосы. Не просто сама косичка по себе, конечно, все умеют, но вот как соединить их, да, вот это все, видите, вот как заканчивается на пальцах. На руках, на пальцах. Я еще это люблю на ногах делать. Тогда вот получается большая работа. Большая работа, конечно, на пальцах, когда я закончу. Я год же делаю на ногах, поэтому там я тогда быстрее. Вот, видите? И все, как закончилось, да? Да. Не скрепляете ничего? Нет. Нет, не надо никаких узелков, не надо. Вообще конский волос никогда узелками не ввязывается. И так держится, да? Да, держится. Должно держаться, если вы хорошо сделали сети веревку скрученную. Вот так скручиваем, именно скручиваем, тогда получается. Вот этот весь процесс только вот у народа Саха. Итак, мы теперь знаем, как изначально приготовить для вот веревок, для изготовления других изделий вот начальные такие веревки. И изначальную технологию мы теперь знаем. Мы сегодня чуть-чуть соприкоснулись с нашим исконным занятием. Это, оказывается, очень интересно и сложно, оказывается, не так-то просто его начать постигать. Но оно того стоит. Общеизвестно, что изделия из конского волоса улучшают самочувствие человека, они оберегают от злых духов, они очень красиво смотрятся. И я давно хотела узнать, как все это делается, и я сегодня рада, что Прасковья Ильинична сегодня раскрыла некоторые маленькие секреты, вот показала изначальный процесс. И у нее есть книга, часть ее работ вы можете еще познакомиться с творчеством других наших мастеров, с их удивительными работами на республиканской выставке «Якутия мастеровая», которая откроется со 2 марта в Доме дружбы имени Алексея Елисеевича Кулаковского. Спасибо большое, Прасковья Ильинична, за то, что вы популяризируете такое вот наше драгоценное занятие, передаете молодежи, рассказываете. И мы
еще хотим у вас научиться этому ремеслу, еще вот другим секретам. И здоровья вам, еще творческих таких заделов, претворения дальше других интересных идей. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Махтал.